Следующий материал будет о хоккее, причем о женском. И пусть защитники и полузащитники Отечества не воспринимают данное обстоятельство как укор, но как подарок к прошедшему празднику. Сначала о наставнике девичьей команды «Энергия». Александр Литвинцев заслуженным тренером Якутии стал почти год назад. А вот письменное подтверждение присвоения ему этого почетного звания получил только теперь. Так сказать, в семейном, то есть хоккейном кругу. Если кто забыл, за что полагаются такие почести, то Константин Михайлович готов растолковать. За большие заслуги в развитии хоккея указом президента награжден первый тренер команды «Энергия», который удостоился этого звания, заслуженный тренер республики Саха-Якутия. Это первая ласточка, которая появилась у нас. Но у нас на подходе всего такие тренера, как Вышеславцев и Асеев. За такую заслугу Литвинцеву дали такое звание. Он выиграл первую спартакиаду народов России, зимнюю спартакиаду народов России. А теперь о воспитанницах Александра Литвинцева. Зоя Полунина, Мария Кириленко, Александра Попова, Ольга Башурова уже играют за красноярский «Локомотив» в команде мастеров по аналогии с мужской суперлигой. Александра Ваврушка пока за команду «Энергия». Однако все эти 5 девчонок были включены в состав молодежной сборной России и в начале года представляли нашу страну на чемпионате мира в Калгари. О том, чтобы занять призовое место, речи не шло, потому что отношение к женскому хоккею в России и в той же Канаде или США – это, как говорят представители не очень хоккейной нации, две большие разницы. Впрочем, поиграть в хоккей на другом континенте для наших девчонок – это бесценный опыт и столь нужная игровая практика. Играли наравне практически, но не со всеми наравне, потому что если брать Америку, то девчонки намного выше нас уровнем. Ну, потому что, во-первых, там развивается с младшего возраста, и поэтому, судя по всему, девчонки выигрывают. Смотрели финальную игру Америка-Канада. Америка выиграла 5-2. Захватывающая была игра. Было интересно очень смотреть и хотим уровень поднять для того же.